страдающие комплексом неполноценности ингуши, часто говорят о чеченском духе. Неправильно и неграмотно сравнивать дух чеченского народа с духом своей, предательски отколовшейся, части. Но поскольку провокации лишь усиливаются несмотря на молчание, мы вынуждены отвечать. Просто у чеченцев единственное, они никогда не сравнятся с ингушами по силе духа. Сила духа у ингушей, она есть, она будет. На экране вы наблюдаете самый смелый поступок за всю их историю, которым они могут похвастаться. Людей, прошедших через кровавые и жестокие войны, кинутым стулом не удивишь, да и гордиться не видим причин, вышли по одобрению заявки на митинг, разошлись после того, как закончилось согласованное с руководством время. Если вы посмотрите карту Российской Федерации, мы являемся самым маленьким субъектом Российской Федерации, даже на карте нас не видно. Зачем нам тогда жить в неуважении? Вообще нас никто не уважает, ничего не делает. Мы просто возмущены. И все. Как вы можете этим гордиться? Идиоты! Реально кипит. Мы не хотим громко кричать о духе чеченского народа, ознакомим вас лишь с одним фрагментов из его героической истории и послушаем, что говорят представители других народов о чеченцах. 31 декабря 1994 года российские войска начали штурм чеченской столицы. 90-тысячная группировка, поддерживаемая 6 тысячами единиц тяжелой и легкой бронетехники, под постоянным воздушным прикрытием и массированных авиационных атак вошли в Грозный с 3 сторон. По приказу чеченского командования колонны российской бронетехники были пропущены в центр города. Затем началась знаменитая чеченская контратака. В течение дня передовые части и бронетехника российских войск, вошедшие в город, были разгромлены. В боях 31 декабря 1994 года и в последующие дни января 1995 года чеченцы, которые состояли в основном из ополчения, разбили российскую армию. Сотни единиц бронетехники и тысячи тел уничтоженных врагов валялись на улицах чеченской столицы. Целые бригады были разгромлены в тех боях. Бои за Грозный продолжались 2,5 месяца. Общие потери российских войск в боях за Грозный, по данным Комитета солдатских матерей, составили от 18 до 22 тысяч солдат и офицеров. Более 1000 единиц различной бронетехники были сожжены чеченскими гранатометчиками. Это победа, которой нет аналогов в истории. Историю, которую мы можем проследить по достоверным источникам, то есть в течение последних 500 лет точно. Этот массовый героизм не должен унижать русских, не должен вызывать противоречия у других, в том числе кавказских народов. Появление этих людей в таких масштабах, в таком количестве в среде одного небольшого кавказского народа феномен, которому трудно подыскать аналог в обозримой мировой истории. والله نخش كيرم كير نخش مخو ودرجش دينا موس لبو ديوهن عربي ولي ديوهن افريكانس ولي ديوهن سيريت ولي لبو سغا ديوهن تشينت انشوت احدو قما قشتي با مخو ني الدين فاختيات غلغا وياهد وسق دلبهن دوز وكوكازي الله تشانه حقيقتا ارسبوشت نوختشت نوختي ليهم نادي تسالشو دا استوري دوز اش ارسبوشت ام زحتنا Таких роликов великое множество. Не будем тратить время на их демонстрацию. Взглянем на изречения ингушей про дух некоторых своих земляков, которые меняются, когда приходится от понтов переходить к делу. Почему вы вон? Идите вон, вот, Осетия рядом. Легкой, Киринат. Что нам 90 года до хода шел замиды. До шаря усо. В 92 году до города я хайерс.
Ana repet diyor İstiyarı bulduş. Sağ al dogura valor. Sağır har sual. هذا حدا قليحت يالش أو قليحت هذا خسق واحد أنا دوتر ما وأسنز يا حلقة يا غاد 90 قدر تقن تخليات تجدي يا ناخ قون خي مشادر شو سكسن واش تشعش ودش هذا شو شو غدي شو ليش غدي شو داق أجدادي مشاخن شو مشاهدها شو يا عجدي هدي تدخل أي مشاهد قال ما عدوات ديعات تدخل تكون ديت بدري قال ما عدوات ديعات تدخل Сколько лет эта проблема стоит, вы просто хотите крови наших людей. Но при этом я тоже так же одному сказал: хорошо, ты считаешь, что так надо, да? Вот давай так, мы один раз попросили, нам не дали, второй, мы что, должны же там тогда уже силу применить, да? Он говорит, да. Я говорю, хорошо, ты с какого тейпа такого? Давай так сделаем. Весь твой тейп собирается, первый пойдет воевать, давай тогда так. А не так, как было в 92 году. Те, кто впереди там больше всех там людей поднимал, как только началась война, убежали в сторону, а народы пострадали. Ты же так хочешь? То есть ты говоришь, что давай тогда, ты и вся твоя семья, весь твой тебе вперед. Вы первый эшелон. Пойдете вы. А он-то говорит, ну зачем так? Я говорю, а как? Ты вообще даже соображаешь, что это? То есть с кем воевать ты собрался? Мы ждали здравой реакции от братьев из числа ингушей на все эти нападки провокаторов в адрес чеченского народа. Видя бездушное игнорирование происходящего, мы вынуждены противодействовать, многое можно пропустить мимо ушей, полагая, что все это скоро закончится, люди признают свою вину и остановятся, прежде чем с них спросят или дадут равнозначный ответ. Но терпению тоже приходит конец.